Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга White. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В Словении в декабре открылись новые праздничные железнодорожные маршруты, специальные праздничные предложения. Из Любляны, Марибора и Целья можно отправиться на рождественские ярмарки внутри страны или за границу. В Хорватию Загреб билеты от 9 евро. В Венгрию Будапешт билеты примерно от 16 евро. В Австрию Вену и Грац билеты от 29 евро. В Австрию в Зальцбург, известная рождественская столица с историческими ярмарками, билеты от 25 евро. Также по Словении сейчас курсирует музейный паровоз, которому аж 102 года. Он совершает праздничные рейсы. Музейный паровоз посетит Любляну, Крань, Боровницу, Литию и Красупле. Поторопитесь, билеты раскупаются очень быстро. А рождественский вертолет прилетел тем временем в маленький городок Лития и привез с собой Дедка Мраза. Декабрь – время подводить итоги. Какая самая популярная профессия была в Словении в 2025 году? По данным карьерного портала moyodelо.com, в 2025 году в Словении чаще всего искали продавцов. Это лидирующая категория вакансий. Также работодатели активно искали специалистов в сферах производства и логистика, рабочие на заводах, складские сотрудники, здравоохранение, медсестры и помощники по уходу за пожилыми людьми, услуги и торговля, курьеры, водители. И, как обычно, рестораны искали поваров. В то же самое время интерес к IT-специалистам слегка снизился. В Словении состоялся рождественский благотворительный мотопробег. Уже 11-й год подряд проходит рождественская благотворительная акция. Около 150 участников на мопедах «Томас», украшенные к празднику, отправляются в праздничный маршрут от города Копер через Изолу до Пирана. В этом году к словенцам присоединились участники из Хорватии и Италии. Вся акция направлена на сбор средств для добрых дел. Мэрия города Любляны во главе с мэром Зораном Янковичем запретила в центре города Любляны выступления трубачей. С 16 декабря до конца года в центре Любляны запрещены спонтанные уличные музыкальные выступления без разрешения властей. Такое решение приняли после жалоб жителей. Жители особенно жаловались на громкую игру трубачей и гармонистов. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере 150 евро с каждого музыканта. Наплевав на все запреты, 11 трубачей сыграли на центральной улице города, на улице Чопова, раздавая при этом всем прохожим бесплатно горячий глинтвейн. 11 на 150. Гулять так гулять на все 1150. Наверняка многие из вас отдыхали в итальянских Альпах, в знаменитых Доломитах. Но наверняка никто из вас не обратил внимания на оставленные динозаврами следы на скалах. А вот итальянский турист зачем-то обратил внимание, сфотографировал и отправил свои фотографии ученым. Специалисты подтвердили, что это следы динозавров возрастом около 210 миллионов лет. Всего обнаружено примерно 20 тысяч отпечатков. Их расположение показывает, что динозавры передвигались группами. Это одно из крупнейших и самых древних скоплений следов динозавров в мире и важная находка для понимания жизни древних животных. В Словении снова обсуждают налог на жилье. В этот раз чиновники предлагают ударить по тем, у кого больше одной квартиры. Идея проста. Вторая, третья и последующие квартиры должны облагаться более высоким налогом, хотя и сейчас он не низкий. Посыл жесткий. Хватит скупать жилье, пока обычные люди не могут купить себе квартиру. Министерство финансов заявило, что предложение слишком сложное и сослалось на правила ЕС. В результате пока никаких изменений. Рынок продолжает дорожать, и жилье остается недоступным обычным гражданам. Лично я против дополнительного налога. Некоторые словенцы покупают вторую квартиру, например, для своих детей. Это абсолютно не означает, что они какие-то зажравшиеся богачи. Друзья, а если вы планируете переезжать в Словению и вам необходима помощь в оформлении всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите в личку моего телеграма. В Словении существует проблема. Многие люди не могут прикрепиться к терапевту,
потому что все терапевты уже заняты. Недавно житель Любляны с постоянной пропиской в Любляне и имеющий государственную страховку ЗЗС заболел и решил обратиться за помощью в ближайшую поликлинику. И там его не приняли. Сказали, что у нас нет свободных специалистов. И тогда мужчина не поленился и обзвонил практически все поликлиники города. И все ему отвечали, что свободных терапевтов у них нет. А если у вас что-то срочное, обратитесь в отделение скорой помощи. Несмотря на свое болезненное состояние, мужчина нашел в себе силы рассказать свою историю СМИ и написать жалобу в здравоохранение. И вот что ему ответили. Отсутствие личного врача не лишает права на медицинскую помощь. Несмотря на то, что все поликлиники переполнены, мужчину должен был принять дежурный врач. Друзья, это вселяет в нас надежду. Если у вас нет личного терапевта, то требуйте приема у дежурного. В Любляне, в центре города, снова прошел традиционный спуск Санта-Клаусов. Праздничное мероприятие, которое устроили для маленьких пациентов педиатрической клиники. Санта-Клаусы, по-словенски божички, спустились по канатам с крыши больницы и через окна поздравляли и радовали детей, лежащих в больничных палатах. В этом году акция организована Хит-радиоцентр совместно со спасательной службой и пожарной бригадой Любляны. Кроме того, детей также развлекали терапевтические собаки. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? В Любляне в понедельник от +3 до +5, пасмурно, без осадков. Спасибо, Алиса. Так и хочется вам что-то еще приятное сделать. Алиса, сделай снег, пожалуйста. Не получилось включить снег. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайк. Пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь и ставьте лайк.